Доброе утро, Кирилл. Доброе. Приятного аппетита. Спасибо. Доброе утро, Александр. Здорово. Иван, доброе утро. Доброе утро. Хотя он далеко не доброе. Смотрите, что у нас творится на улице. А на улице у нас творится Армагеддон. Снегопад, ветер. Выпало около 7-8 сантиметров снега, наверное. Все в снегу. Сырая, хреновая погода. Вот теперь вот чем и объясняется вчерашнее бесклёвие. Вчера не было клёва, рыба не ловилась. То есть она заранее знала, что будет вот такое Г. В общем, мы завтракаем. Не унываем. Кирилл сказал, что мы приедем на озеро и везде у нас будут гореть флажки. Что все будет круто, все будет хорошо. На завтрак у нас сегодня, как всегда, добрая яичница с дымком. Санек пожарил ее прямо в печке. Жарил, все утро жарил. Попробовал сыра. И решил в духовку. Вот все-таки она пожарилась. И очень посолил даже, да? Попробовал. Сальцо. Яичница с дымком. В общем, мы не унываем. Самое опасное будет, что вот снег закрыл всю поверхность льда. И все опасные места, вот эти растаявшие лунки, куда можно провалиться ногой. Не знаю, в каком состоянии будет берег. Это все скрыто сейчас под снегом. И как бы ничего хорошего. Посмотрим. Вчера мы сделали вечером переправу, накидали там веток. Если получится, выйдем на буксировщиках на лед. Нет, так перейдем пешком. Буксировщики оставим на берегу. В общем, все вы увидите. Мы сами еще ничего не знаем, что как будет. Сами посмотрим, сами увидим. Ну и получится, так вам покажем. Так что нам приятного аппетита, вам приятного просмотра. Начинается второй день. Пошла вторая часть. Да, Кирилл? Кирилл сказал. Переводчик, да? Вот, позавтракали, завели буксировщики. Гляньте на эту прекраснейшую погоду весеннюю. Кириллу такая погода очень нравится. Греются у нас буксировщики, которые утонули в снегу. Сколько жерлиц загорелось? Он не знает. В избе говорил, что 10. 12. Да. Едем до вечера, так что берем пилу. Костер будем там делать. Будем обедать. Сидеть возле костра, рыбачить сегодня не будем. Да? Кирилл сказал, будем. Сказал, если не клюет, найду ершовые лунки и натаскаю кучу ершей. Да? Все, погнали. Ужас, что творится, ужас. Хорошо, что пилу еще убрал под навес, хотя и там ей досталось. Все, убрали.
Вот такая вот у нас классная погода на севере. Весна твою дивизию, блин. Сейчас попа будет сырая. Ну, поехали. Посмотрим, что у нас получится. Глазки протрем. Вот такой вот туалет. У меня рукавицы уже сырые, блин. Не успел одеть. Нормально сидим. Все, поехали. Вот мы и на озере. Как мы видим, озеро, если вчера оно встретило прекрасной погодой, солнышком, полным бесклевьем, то сегодня оно нас встречает хреновой погодой, снегом и тоже бесклевьем. Проскочить проскочили по вчерашнему мосту, но первый слой провалился. Была одна сработка, ёршик дохлый валяется у Кирилла на жерлице. Что хреново, вот выпало, сколько тут сантиметров получается? Ну, сантиметров 7, наверное, снега. Удочки все вот замело, которые я оставлял. Вот там вот такая вот картина. И что самое плохое, это то, что сейчас не видно старых лунок. А старые лунки некоторые очень сильно промыты, то есть можно просто одной ногой провалиться. Русло реки вот промыло, вот черная полоса, там тоже ходить нельзя. В общем, если вчера было все видно, куда наступать, куда не наступать, то сегодня озеро как минное поле. Вон у нас гости, дед с бабкой. И дед говорит, бабка уже провалилась. Вот здесь вот она провалилась. Надо лопату было с собой брать, чистить этот снег. Вот она здесь вот провалилась. Но первый слой льда провалился, второй выдержал, и она успела выскочить. Так что рыбалка у нас сегодня вдвойне опасная. Верхний слой не держит, а второго может просто не быть. Ладно бы, если клевало, сидели бы ровно на месте и дергали, да, Кирилл? Где твоя ершовая лунка? Вон, Кирилл, обратите внимание, как насаживает Кирилл червя. Вон, я говорю, он узлами вяжет. Косичка получается, вон. Несколько поклевок. И вот у него клюет. А мы просто насаживаем, нас не клюет. Получается, метод Кирилла работает. Да, Кирилл? И он еще умеет плевать. И заговаривать червя, чтобы клевало, да? Поделись опытом. Какие слова ты говоришь, прежде чем отпустить косичку в лунку? Никакие. Ловись, большая, маленькая. Ловись, большая, маленькая. Ловится маленькая и сопливая. Ну, а я первым делом попробую немножко прогуляться по озеру, по минному полю. Возьму балансир. А вдруг? Вчера же одна щука, которую отправили на смертную казнь, наверное, собратья. Иди, вон, видишь, балансир. Хапни ее. Заставили. Может, сегодня тоже несколько смертников-то попадется, блин. О, сидушку мою уже ветром снесло. Мало того, что снегопад, еще и ветрище. И минное поле кругом. Ой. Как вот. Вот
Так, вот сейчас пристегну. В общем, будет интересно, сделаем включение. Все падает, все падает. Откопал свои удочки. Кое-как нашел лунку. Весь прикол в том, то есть это не прикол, а что очень плохо, что перед тем, как начал падать снег, был ночью морозец, лунки затянуло сантиметровым слоем льда, и потом уже выпал снег. И теперь старые лунки найти очень-очень тяжело. Все ровненько получается. Так бы там ямки были видны, если бы снег выпал на талый лед. В общем, поменял я наживку. Поймал вот такого ерша, соплячка одного, которого тут же закидало снегом. Вон. Снег продолжает все валить и валить. Сейчас узнаем, как дела там у ребят. Санек здесь он провалился в одном месте уже. Вот. По колено ушел в старую лунку. Я говорю, это как минное поле сейчас. Кирилл пытается найти лунку. Так что ты сапогом-то лучше так вот, наверное. Видишь, их затянуло сначала, потом это. Уже натоптали их, они даже не проваливаются. Что у вас, как дела? 3 ерша. 4. 4 ерша. А, окунь еще был, да, маленький? Маленький окушок его поставили на жерлицу. Клюет только на червя, а опарыша не хотит, да? Нет. А у меня там тоже опарыш надо поменять, наверное. До балансира так и не добрался. Дед ходит там, как не боится он. Я вот в лесную походил, нифига. Походил уже. Так, бабка есть, а где дед? В избу пошел. Наверное, да. Бур там, пошел в избу, получается. Бурился. О, печку затопить. Ладно мы, ну, не такие старые, молодые. Дед с бабкой и то сюда. Нет, так они сейчас, видишь, сейчас быстро промокнут, видишь, уже он все здесь сырые. А у меня плащ там. Он, наверное, поехал в печку, пошел на печку топить. А что нам толку марта, если клевать не будет? Тоже поедем, наверное, сушиться. До обеда посиди. Ну, в обед поедем туда. Короче, интересного мало пока. Хотя, бывает после такой непогоды, как устаканится, бывают поклевки потом. Ну да, дай бог. А мне кажется, знаешь, что будет? Если оно даже устаканится, оно подморозит. Минус будет. Клюет. Не, ну видишь, у меня там блесна стоит. Маленькая. Тереком? Да. Ну клевала у Ну, тебя. типа большая, долго. типа больше маленькая. О, Большая мормышка. ну давай, тащит. Помогайте. О, сопливый. Я сказал сопливый. А теперь сопливый. Я, наверное, этот. Кто сказал, что мы не рыбаки? Я сегодня ерша поймал, ты поймал? Ничего. Так я все с блеснами. Он все с блеснами, он косит. Кирилл, а ты поймал? Кирилл все ищет лунки. Я сейчас тоже возьму балансир, попробую найти. Видишь, какая мормышка? Ну, окуневая, в принципе, да, хорошая. Только этот... Фосфор уже весь Фосфор. отвалился уже. Ага. Так ей уже лет 5 этой мормышки. Сколько рыбы она перетаскала? Ой, сколько рыбы. Хабизов, знаешь, сколько перетаскал я ей? Червя. Так что потихоньку будем намокать под дождиком, под снегом. Я такой вот погоду уже припоминаю. У меня как-то тоже так было. Первый день хорошо, второй день снег, третий день плохо. Третий день очень плохо, или четвертый, не помню уже. 4 дня здесь был, все, погода менялась. В итоге поймал килограмма 4 за 4 дня, и все повторяется, все возвращается на круги своя. Все фигня. Закрытие у нас такое. Закрываемся. Твою дивизию. Ладно, пошел я гулять балансиром. Вот таким балансирчиком. Вот таким вот балансирчиком. Так, здесь делать больше нечего. Время обеда. Снег, сырой снег. Все усиливается. Ветер то слева, то справа, то спереди, то сзади кружит. В общем, решили ехать в избу. Высушиться, потому что напрочь уже сырые. Пообедать, переждать эту непогоду, может быть, устаканиться. Потому что то, что творится, это мне уже напоминает, когда-то уж такое было.
Что, даже двигатель устал? А сюда кинуть его? Надо в эту сторону его. Комлем. Да, сюда. Вот кинуть, где проваливались, сюда вот кинуть. Да не провалиться бы нахуй. Сейчас бух. Вот и все. Нормально. Здесь он уж поедет. Только когда оттуда будем ехать, упремся. Да. Ну ладно. Проедешь, это прижмешь. Наверное, но сейчас я до того, как отъехать, попробую найти несколько старых лунок, пока сильно не замело, чтобы потом не искать. Вот. Типа таких вот ямочек пока остались. Вот так раз разгребаю. Ага. Вот она, старая лунка была, допустим. Вот здесь кто-то уже провалился. Капканов много. Дед с бабкой тоже там собираются идти в избу. Сушиться, наверное, намокли. Не клюет никому. В общем, сейчас я немного похожу. Поищу лунки. Пройдусь балансиром. Буквально по пару раз. Вон, еще лунку нашел. Если бы не было мороза ночью, вечером, заморозка, и не замерзли бы лунки, сантиметра льда бы не было, все лунки были бы видны. Вот так, как их прихватило льдом, а потом только пошел снег, их всех просто засыпало. Это наши утренние лунки уже. В общем, покидаю еще балансир, буквально минут 10-15, пока парни там обед готовят. И тоже поеду. Пообедаем, перейдем непогоду. Вечерком, если, может быть, погодка немного хоть наладится, хоть перестанет снег падать, то еще попробуем. Нет, так и нет, будем сидеть в избушке. Вон, Кирилл карты привез, будем карты рубиться. В общем, смотрите сами, только что почистил все лунки, поменял червей. 5 минут прошло, все опять закидало снегом. Ветер усилился и кружит то с одной, то с другой стороны. Хорош? Порыбачили, хватит, отметились. Поехали в избушку. Смысла не вижу дальше продолжать. Вон что занимается. Вон что творится. Снега навалилось столько. Сейчас еще и вода поднимется. Вон, одни провалы, только вон провалились опять сюда. Все сырое, все просто напрочь сырое. Отвезу сидушку. Вон. Просто падает сырой снег. Поехали в избу сушить вещи, сушить палатку, сушить чехол. Вот только утром тряханул, вон уже сколько выпало опять. Вот такая вот у нас весна. Это из-за того, что она наступает раньше времени. Вот положено ей в мае наступить. Нет, она в марте, в апреле. В итоге обламывает всю рыбалку, а потом зима возвращается. И все по новой. И вот эти качели, перепад давления, перепад погоды, как вы видите, отражается все на клеве. И так было всю зиму. Постоянные скачки. День хорошо, день плохо. День хорошо, день плохо. Никакого постоянства. Только этим я могу
объяснить то, что рыба не ловится. Да и бог с ней, с этой рыбой. Откроется печора, уйдет лед, поставим продольник, мы этой рыбы поймаем. Это просто так, для души. Хотелось отдохнуть, но отдыхать надо с комфортом, а не так вот. Хотя и это отдых, конечно. Но хреновый, я вам скажу, хреновый отдых. Поехали в избу. И вот это самое верное решение. В такую погоду. Для вас промежуток фильма продлился сколько? Минут 5, наверное. Для нас это с утра до вечера. Развесили всю одежду, она просто напрочь сырая, с нее течет. Рукавицы сырые, штаны сырые. Ну, вся одежда сырая, естественно. Шапки, все напрочь, все сырое. Поймали каждый. Ты, Сашка, даже сегодня рыбу поймал, да? Ерша? 2. Кирилл сколько? 0. Ты сегодня не поймал? Так были же поклевки? Были поклевки, это почти что поймал. А я, как всегда, отличился окунем. Ваня только один окунь ловит, не зря окунь Вань. Вот. Ну а я там сколько? 2 ёршика поймал, да, 2 ёршика. Погоняли балансир, тишина. Подогрели домашний супчик, щи, пасхальные яйца. Вот такое вот блюдо красивое сегодня у нас. И, ну реально пасхальный, кто не верит-то, вон. Чего вы сразу начинаете улыбаться? Потом что не верили. Вон, я говорю пасхальные. Правда, вот видите, вон, пасхальные яйца. Правда, они мелковаты что-то, ну что теперь? После воды у всех маленький. Что, это красиво? Кирилл, да, иди на место садись. Так, камеры тоже мы намочили, сохнет все. Я не знаю, как так можно. Короче, мы решили, пока не прекратится этот сырой снегопад, никуда не пойдем. Кирилл, а карты есть, да? Будем картишки играть. Домино надо было еще взять. Козла. Да. Ложечку, пожалуйста, подайте. Что, в сухую будем или немного горлышко смажем? Чайком-то холодным. Надо? Конечно. А кто у нас разливающий? А кто у нас убрал куда-то? Там у тебя вроде стоит. Ну вот, еще много осталось. Почему? Вчера душевно. Вы бы на перекур не пошли, наверное, я бы не лег, наверное, сидели бы, да? А что мы сидели, все болтали? Ну, сидели, болтали, потом вы на перекур, уже, спит. Быстренько тоже, хлоп. Пока спит, да? Сколько час? Час к 12 был уже, наверное, да? Да, мне кажется, больше. Больше? Ну, мне что-то казалось, да? Ну почему? Я сегодня вот проснулся, выспался, так если бы поздно легли, я бы не выспался, наверное. Яйца великие, хлеб, сало. Зря проснулись, надо было спать и спать дальше. Да? У нас же Кирилл погнал. Да. Кирилл наш будильник. Подсупец. Чем непогодливее погода, тем прекраснее сидеть в избушке. Правильно? Сразу чувствуется тепло и уют. Одежда сохнет. Музыка играет. Все прекрасно, все хорошо. Супец горячий, домашний. Ну, чем не райская жизнь? Ну-ка на, райская жизнь. Что? От жира мамочки сполосни. Сразу с Супцом, да? А чё? Сколько жира, блин, тебя. не лопнет, горячего. Не, тихонечко налей. Лопнет, отрежет. А где крышки? Крышки рядом там лежат. Ой. Отец, молодец. Только сейчас он остынет, наверное. Там все, закончился? Ну-ка дай крышку. Так же сделаю. Буль-буль. А что, так можно было? Я что-то не понял, почему ты мне в тарелку выливаешь? Чтобы жирнее было. Ну, нет, почему? Суп или Ванька? Конечно, Ванька. Суп-то чё мне, блин? Я и так уже на льду проваливался где. Да, в наше время выгодно быть худым.
Нафиг эти ямы, там некоторые ямы размыты, мама, не горюй. А если попасть, где еще и сети ставили, там вообще... Саня сегодня провалился, да? Но вроде не был никакой ямы вчера. Ну, лунки размывают. Блин. Тише, тише, тише. Ты солью это или мышиными какашками Мышиными побрызгал? какашками. Да? Ну да, мышиные А что, какашки. не заметил, он в тарелке у тебя уже чернозем плавает? Это перец. Дал перец? За рыбалочку. Вот стоит. Че без хлеба? Кирилл, как лучше, в избушке сидеть или чтобы рыба клевала? Что прибухнуло? Даже в такую погоду. Вот была бы такая погода, не погода, ну клевал бы окунь, сидел бы. Я тоже. Нет. У нас даже палаточка есть, мы поставили палатку, сели бы вдвоем и как начали бы потягать, да? А мы с Саней вокруг палатки бегали. Пустите погреться. Рыбу подгоняли. Сань, подожди, хлебушек еще. Не надо? С салом. И сало бы тоже желательно. Вот так вот. Так что, друзья, у нас обед с дремотой, без... А там видно будет? Распогодится, выйдем на рыбалку. Нет, делать там нечего. Смысл мочить, если действительно не клюет, да, Кирилл? Подмораживает. Снег снегом, а походу еще и зима приходит. Ударят сейчас морозы, речка станет по новой. Может, и добегу я до своих продольников на Печоре. Ты что делаешь? Прикладываю то, что не ем. Мышиные какашки перекладываешь? Естественно. Ту, которую сейчас замочили. Охотник, да. Скрыт уже почти. Мыши не здесь видно. везде двух сортов. Есть вот большие такие, коричневые, а есть маленькие, черные. Вот которые маленькие черные, они очень наглые. Они вот так, как я здесь сижу в тапочках на босу ногу. Представляете, мышка прям по ноге у меня почти до колена пробежала. Не знаю, как у меня выдержало сердце, но вообще-то я храбрый. Это как в анекдоте, да? Лапу на плечо. В принципе, это я вижу, что это шарик, но срать остановить уже не могу. Там хоть шариком нет, мышки даже страшно. А как, помнишь, бутылку-то на первый лед опрокидывали, там лягушка-то вместо малька выползла. А, Я чуть даже сердце не не наступило. одна же была там. А мы же на видео снимали же. Ну, просто неожиданно вышло, блин. Да, да. Дай, пожалуйста, еще лучков. Жарко стало. Хорошо. У меня что-то на этой сырости башка разболелась. Прикинь, посидим, открываем дверь, а там сугроб. Лопаты-то нету. Как выходить-то, Кирилл, будем? Кирилл через это Через окно? выпустим. Ну, если окна завалит снегом. Сбивать, да, вытаскивать. Разбивать, вытаскивать снег. Давай вот тут тогда дверь сейчас разобьем. Сразу подготовимся. Так, ладно. Ох. Обед продолжается. Надеюсь, будет еще и ужин. Да? Между
обедом и ужином. Для вас промежуток будет небольшой, если не будет ловиться. Если будет ловиться, то что-нибудь да покажем. Там что? Да, Кирилл? Есть черный молотый. Как его посыпать? Все. Пальцами? Что делать-то? Вкусно. О, даже так. Да я вот хотел по-другому сходить, но я думаю, что будет лучше по контакту сходить. Вот такая вот у нас рыбалочка сегодня. На улице метель, а в избушке хорошо. Тепло. Нету. Иди, выйди на улицу, покажи, сколько снега навалило после того, как мы приехали. Ну потом. Мы это у Кирилла сейчас снимем. Кирилл уже снял материал. А, ну да. Сколько, сантиметров 20 есть уже, да, Кирилл? Больше. Сейчас уже больше после того, как он сходил уже. Он уже больше полчаса сидит. Так что снегопад бьет все рекорды уже, А ты судя скрыто же снимал с ним, да? по Да. саням. Вот потом уже посмотреть, сколько уже... Вон уже на крыке он снял. Нет, смотри. самое верное будет это на крыше. Крыши были А, ну если чистые, говорить, да. И там уже сантиметров 20, да, Кирилл? Ну вот рука уже сколько. Держи руку. Вот, больше, Вот чем... так где-то. Это когда было полчаса назад, когда он мерил. И после этого еще надо заснять, посмотреть, сколько будет. Блин, что делать-то? Так, играем в карты. Кто сейчас будет мыть посуду? Какую? Мы уже помыли. Так мы еще испачкаем. Ё-моё! Ее твое? Ё-моё! Вон. Вот и все. И на этом мы... Саня тарелки уже помыл. Что у нас там еще грязное? Наверное, он сейчас и что-нибудь еще помоет. Да, нет, он просто... Наверное, до полов дойдем мы сегодня. До полов. Да. До каких? До женских? А потом и это... У меня уже, вот, уже больше полперчатки остался. Все, и перчатка готова. Да. Ну наливай, что теперь? А, вот здесь... Давай я выжу лучше, чем тебя. А вот сапоги завесили. всё. Не, я же здесь поставил. Продолжаем вкусняшку. Правда, мало уже осталось, но... Ничего страшного. Бас, чуть не упал. Ну, она тоже не резиновая. Ой, хороша рыбалочка сегодня у нас. Показать вам погоду. На озере было бы лучше. На О, озере. ты решил погоду показать, смотри, как успокоилась. А, Да, нифига. не, ветрище. Сейчас покажу. Блин, еще прикинь, нифига не остыло. Просто смотрим вот если. Ты лучше выйди на улицу, там через окно плохо. Я тоже хочу. Просто Армагеддончик творится. Сейчас покажу. Вон, зима по новой. Кирилл, ты это... Вон, это там не сметал еще, да? А вон Ну, крыша с ними. Больше. Вот. Вчера не было. 18 сантиметров где-то примерно выпало снег. А, вот тут вот, вон. Тут вот видно хорошо, тут 20 уже. Тут самая ровная поверхность, вот Более-менее ровно. 20, ну нет, 18 где-то, 20 пока еще нет. Кирилл, что ты опять раздетый такой ходишь? Вот. Вот. Вот какая погода была вчера и какая сегодня. Вот такой резкий перепад. И мы хотим еще, чтобы ловилась рыба. Да? С такими перепадами, мало того, что снегопад, это ветрище просто, это какой-то пришел циклон. И капец всему, блин. А? Угли в печке. Подложи. Все, кидай пару Хорошо. дровишек сразу. Так что отдыхаем сегодня в избушке. На природе у нас на озере отдыха не получается. Клевать не клюет. Зачем портить себе здоровье? Зачем мочить одежду? Зачем все такое? Лесная атмосфера в избушке сохраняется. Так что мы вдалеке от дома. Мы в глухой тайге. Мы в прекрасной избушке. Рыбацкой и охотничьей избушке. Мы просто отдыхаем. Так что рыбалочка, независимо от того, какой у нас будет улов, получилась просто великолепная. И даже мы не теряем надежды, что может быть даже к вечеру, если погода будет вечерком, мы обязательно сходим глянем. И завтра все-таки, наверное, снегопад устанет, перестанет дуть, перестанет падать снег, и мы, надеюсь, что-нибудь да еще половим. А пока отдых продолжается. В картишке? Да, Кирилл? Че, печку топим? Так она и так загорится, если там угли есть.
Он уже горит. А, не трать бумагу, зачем? Кирилл у нас сегодня истопник. Все, много не надо, потом жарко будет. Тем более щепки не надо. Щепки на растопку оставь. Сейчас оно разгорится, потом опять жарко будет, двери будем открытыми держать. Это нормально для поддержки. Потом. Я сказал парочку. Да, он уже там мелочи, щепок накидал. Не надо, на крупно наоборот кидать, два крупных кинул, и все. Ничего. Это же. Что? Ну что, друзья, товарищи, Ты мне не товарищ. 18:39, без 27, снегопад не прекращается. С избушки мы не выходили, в картишки поиграли, сальца пожарили, пюрешку, пасхальные яйца, помидорчики. Кушаем, отдыхаем, наслаждаемся таежной жизнью. Идем за водой, чтобы на рыбалку сегодня смысла уже нет идти, потому что погода у нас так и не устаканилась. Вот Кирилл сейчас пойдет за водой, достает веревку, чтобы закинуть подальше ведро, так как уже льда нет. Берем вот одно большое ведро. Снег. Одна маленькая. Кирилл уже устал сметать. О, теперь уже чистых 20 сантиметров, уже больше 20 сантиметров. Снег все продолжает валить. И ветер, и метель, и все просто занесло снегом. Вот такая вот снежная картина. Страшно подумать, что творится на озере. А на озере тонны снега лежат на льду. И скорее всего лед просядет. Завтра скорее всего будет вода. Закрытие так закрытие. Без всякого напряга мы просто отдыхаем в избушке. Мы приехали сюда отдыхать, а не за рыбой, правильно? Мы приехали рыбачить. А рыбалка подразумевает в себя не только доставание рыбы одну за одной с лунки, отдых в избушке, общение. Все это и называется рыбалка. Короче, на, Кирилл тебе передает. Передаю камеру тебе. Передаю тебе камеру, правой все. рукой ее. Правой рукой и снимай все, что происходит. Мы пошли. Можешь пообщаться, можешь по это. Разговаривай только в камеру. Ходим. Близко к воде главное не подходи, чтобы камеру не убили. Ладно, не буду говорить. Вот столько снега. А моего ребенка. Ребята, смотри, не упади. Ну, вот такая у нас промытая речка. Смотри, тут все это... Что не было снега. Сань, там близко не подходи, я там провалился цель. Видишь, мы оттуда, Кирилл, смотри аккуратно, это, мы оттуда набирали. Давай А здесь. там уже вон, видишь, там этот муть какая-то. Вон, вот, давай его прям. Вон же, вон, здесь нормально. А тут прошел. ловить. Вот я вот здесь провалился. Так что, не ходи вот сюда, вот, вставай, вот. А ловить я эти как буду? Вон, вот, давай. Ну, вот так набираем воду. Цепляем карабин с веревкой. Да не подходи близко тут, зачем? Вот отсюда и кидай. Доставать эти как буду? Так и тащил на себя по пол ведра, даже пофигу. Видишь, со снегом. Да пофигу со снегом, что снег. И наливаем 20-литровое ведро. Дай. Ой, сыра. Чуть-чуть не было, да? Да.
О, сейчас ведро буду проваливаться, блин. Все, потихонечку идем. Давай веревку возьму. Или сам возьму. Давай ведро возьму. Я возьму ведро, возьму, Кирилл. Ставь ведро, ты с камерой. На тебе веревку. Блин, как формат. Аккуратно. Вот тут когда-то был костер. Теперь его всего снегом завалило. Все будто мотобуксировщики под снегом. Ян, ливани сразу умывальник. Тепленькая будет. И там, кстати, чайник это дали. Что, как выключить? Кого выключать? Ну, выключай, снимай, что ты? Что ты снимаешь-то? Так снимай. Ну, видишь, дядя Саша набрал воды в сапог. Так, маленького кипела нет. Там, Геннадий Геннадьевич, там, наверное, выключить, да, камеру? Чуть-чуть пройду по буранке. Всю ее замело. Вон, с деревьев падает снег. Всю буранку замело. Часов 5, наверное, мы сидели в избушке. Погода была плохая, не могли выйти на рыбалку. Завтра утром пойдем и точно, я думаю, что-нибудь словим. Вот так вот. Вон сколько снега. Вот так вот. Все замело. Снега очень много. Полботинка. Тут вообще по колено, даже больше, наверное. Идем обратно. И поднялось дерево. Снег очень тяжелый, сырой. Да. Вот ураган стоит. Я его уже показывал. Там написано было, если покупаешь дороже 15 тысяч, мультиварка подарок. Мы все в избе. Мультиварка в подарок. Купил камеру, и мне дали мультиварку в подарок. Редмонд или как там. Ну что, дискотека продолжается. Время 19:20. И у нас уже обед плавно перешел в ужин. Ура, ура, ура. Сделали салатик огуречно-помидорно-майонезный. Вкусный. В общем, вкусный.
Салат таежный называется. Макарон никто с котлетами не захотел. Да, сало пожарили, все четко, вон. Обалденно жареное сало. Пожарили прямо на углях печки, потому что разжечь костер это, ну, издеваться только над самим собой, потому что на улице фу. Очень нехорошо на улице и очень хорошо в избушке. И праздник продолжается. Закрытие рыболовного сезона 2019-2020. Ура, ура, ура! Ура! Клюет как с пулемета. Клюет как с пулемета. Кирилл сейчас получит заряд, силы прибавится, витаминов накушается, и завтра будет... Будешь макарон с котлетами? 2 ведра слабо? С одной лунки. Скажи честно, да. Скажи, я сомневаюсь. Скажи, даже Да? майонезик слабо. Воды? Даже майонезик слабо. Воды? А, воды? Посмотрим. А прикинь, завтра бомбить будет. Мы вчетвером ни одно ведро, ни мешок надергаем. Не. Я тоже. Бутылки осталось Да, очень закрытие. А? Раньше, ну, ставили такой диагноз. И у детей было, у кого-то из А родители, а кто? Никто не знает, что мы. МЧС завтра вызовут А только. потом, да. Мама что- твоя МЧС вызовет, и хана будет нам. раньше нет. И, Всем. может быть, это вообще разные вещи, воспаление легких. Что я потом маме тебе объяснять буду? Вот такой вопрос. Мы же уехали на 2 ночи, значит на 2 ночи. Мы должны вернуться. Да. Если только деда с бабкой посыль на меня. С мобильным телефоном. Бабушку, дедушку попроси завтра, вон, который на озере Прикинь, рыбачит. да, это мама такая сидит дома, сидит, тут заходит дедушка и говорит, так и так. Клев пошел, Кирилл остается на озере. Как ты думаешь, что у нас мама подумает? Нет. От одного слова только, когда они скажут, вы только не пугайтесь. Да. У мамы будет паника. Раньше был и маяк, и радио России. Привет кому-нибудь даже. передать? А радио России будет тебе сейчас? Базарил. Знай кому-нибудь. Да, своим одноклассникам можешь, Кирилл, передать привет. Слушай, а если радио Маяк, ну администрация должна оплачивать, да? Чтобы работала. Наверное. Брату, маме передай. А если главе администрации Лесу. написать петицию от всего Тихо, всего тихо. Троицко-Печерского района. Кирюха Чего ты? речь будет вести. Давай, не стесняйся. Ты же привет передаешь. Скажи, можешь стишок рассказать? Может, еще на стульчик встать? Может, говорит, на стульчик Нормально встать. подколол, да? Может, еще на стульчик встать. На рыбацкий. Вот стою я на рыбацком стульчике. И почему-то не верится мне, что я на рыбалке. Что Дед Мороз скоро плывет. Да. Дед Мороза только не надо сюда. Литр за раз. У нас что-то литр за раз не получается, Саша. Литр за раз. О, не, литр за раз это жестко. Это жесткий вопрос. Мы уже литр пьем сколько? Целый день. Какой С целый день? обеда. Какой со вчерашнего дня, если что. Так он А, закончился вчера. давно уже. А, да? Вечером сейчас закончился только. Ну, мелкашку уже достали. Ну, это вечером сейчас уже. Ну. Ну. С вчерашнего вечера литр потихонечку. Как сосунки, блин. А куда нам спешить? Да. Главное, Погода не... хорошая, отдыхаем. Да. Нет, некоторым, да, вот есть надо бам-бам-бам, брык, болеть. Напиться, опохмелиться, бам-бам-бам, брыки болеть. А мы, видишь, и трезвые, и общаемся, и нормально, и не болеем, и все четко, все красиво. Чего и вам желаем. Чё, Пейте привет? напиток, коми Привет ты рыбак. будешь передавать? Нет, пейте с ума, не вам. Привет ты будешь передавать? Почему? Я не говорю, что нажраться ему. Игорь вот хотел, маме хотел. Передавай. Пользуясь случаем, хочу передать привет. И понеслась. Привет тому, привет этому. Да-да-да, что там? Серьезно? От души передаю привет с лесной избушки. Друган такой-то, держи привет. Давай-давай. Мамочка моя родная, любимая, приветик тебе от души. Люблю, Я, целую. твой сын Кирилл, вау-вау-вау. Сижу ужинаю с чайком. Кирилл один-один только может с камерой со снегом. Да. А ты это, тренируется Ты на камеру. не бойся, не стесняйся камеры, ты что ты? Говори, да говори Ты мне. просто, что хочешь в душе, вот так взял и сказал. Мы-то тебе не мешаем ведь. У нас-то что Ты стесняться? еще так сказал. Так, стоп, мужики, хочу, пользуясь случаем, передать привет. И понеслась, рассказал. Что...
Он смонтирует, будет красиво вообще, классно. Да. Из кармана вытащил, туда положил. Да, серьезная поклевки у нас, да? Получается, сколько у нас за все время? 5 окуней и 1 щучка, да? Окуней. Ну ты самый крупный, который здесь есть. 5, почему 5? Вчера 2, сегодня 1, 3 окуня. Вчера 3, А, сегодня 1. Вчера 3. сегодня 1. Сегодня 1. Ну, Почему 4. 3? А, одного на жерлицу Мы же кинули. одного сразу кинули. Ну, 3 да. было, и получается сегодня... Что ты сегодня одного поймал? Нет, Окуня. значит 4. 4. 4 же. Окуня, главное. Ты что, нифига там окушара, блин. Кило 300 каждый. Окуня. По сравнению... С ершами. Да. Что ваши ерши? Про, Вот щу- мой. про щуку-то я вообще молчу. Щучище. Плотвище. Еще плотва же, точно. Они так Так не что плавают, мы сегодня надергали за эту рыбалку вообще рыбу капитальную. Ну, кстати, их найдем, нет? Кого? Плотву эту. Вообще мы лыжи-то найдем? Я там, кстати, бур поставил. Да. Специально, тогда мало ли Ну, кто если знает. вдруг это завтра Да, кто-нибудь это. приедет, чтобы не, ну, там не проехали. Считай, как сегодня Он приехал, бурзу уже там вывел и были. еще этот стульчик поставил туда. Ну, чтобы туда не поехали. Главное, что бура снега не выпало. Ну, что ты уже вообще страсти рассказываешь. Ну. Все, завтра придем в озеро, нет нам. По верхушке елок, все. И лопату не взяли. Как Лопаты здесь железные есть, будем ими лохматить. Как будем искать? Штыковыми. Металлоискателем. Правда, металл есть. Хреново, потому что металлоискатель нет. Металл есть, искателя нету. Рыбоискатель бы нам еще, блин. Ну, ты же не взял с собой рыбоискатель. Вот на этом озере говорят плохо, да, то, что камеру если опустить, Да там же темно. глубина большая, темно, ничего Там не же видно. темно, будет. конечно. Там. Глаза видать. Плотву видать, А, тут почему светится? отпускали, почему видно плотву, видно. Отпускали, видно, в прошлый год. Видно. Только не далеко, конечно, за метра, а что возле камеры, которая светодиодной подсветкой, то видно. А, что отражает, да, ионы? Наверное. Ну, Плотву. это- Ну, я это говорю, в этом году отпускал эхолот, нигде рыбу не показала. То есть рыба тупо стоит. А когда она стоит, эхолот ее не видит. Надо эхолоту движение, как я понял. Чтобы она двигалась хоть немножко. Если она тупо стоит, то эхолот ее просто не видит, бля. Не показывает точку. Если она замерла и стоит. Мгм. Прошлый год также. Я подкормил лунку, половил вечером. Позапрошлый, 2 года назад. Достаю утром эхолот. Я даже поймал там, не знаю, 4 или 6 плотвиц с утра пораньше поймал. Так лень не эхолот доставать, это же батарейку надо пихать туда-сюда. Ну, батарея-то у меня в самом датчике. Датчик отпускаю 0. Второй у меня лунок 6, наверное, было, где прикормка была. 0, 0, 0. Потом пошел туда, на выход, где ветер, где ручей вытекает. Туда. Бум, пик, 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 пик. В среднем слою, начиная от дна до среднего слоя где-то около метра, сплошняком. Рыба показывает на эхолоте. Я оттуда удочки тук-тук-тук-тук-тук, и пошло. И ведро надергал. Где сейчас хлод? Дома? Дома не взял. Чтобы Он она забыл была... Он забыл. А нет, она, если не двигается, не показывает. Надо для движения. Когда рыба Вот так гуляет, прикормку кидаешь, допустим, кусками прикормку, она показывает пик, 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 падает, да? пик, падает, видно. Блесну, балансир ты кидаешь, она пик, 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 пик. Показывает все, если рыба. Даже балансир видит, вот такой балансир видит. А если он неподвижен, ну, естественно, ничего не покажет. А, за счет работы, за счет движения. Движение, да. Вот что на течение плохо, на реке, вот лесной речке, там у него 60 градусов угол получается, а глубины мало. Ну что он светит, вот так вот, скажем, чуть-чуть. Что он там увидит? Естественно, ничего. А каждое шевеление травинки от течения, каждый мусор пролетает, он покажет как рыбку, блин, допустим. Ну, любое движение все показывает. Да. Трава, Все, что двигается. мусор Да, плывет. все покажет как рыбка, блин. А, и показывает рыбой. Маленькие размера, маленькую рыбку, больше 3 размера. Маленькая, средняя, большая. Опасно сейчас она. Подумает. Может быть. Мне вообще, в этот год я 4-й раз, наверное, получается на этом озере. И, ну, вот с Ромой то, что ведро вот поймали, правда. Достатку. На 4 дня. Ну, там одна щука только что стоила, вот, 2 килограмма, которую забагрил.
И так несколько щучек, как ушков подергали, плотвы. Вроде тоже не клевало, но по сравнению с тем, что сейчас, это было шикарный улов. Ведро так тяжеленький был. Вот. Ну, вот все этот старички. Думаю, как они, если вот так размотать, как они обратно убираться будут? Они? Там-то, Они каждый год так приезжают, и что? Ну, последний раз. Конечно, господи. Я говорю, Григорьевич рассказывал, они сюда не могли попасть на лед. И, говорит, спилили елку, говорит, чтобы она на лед упала. По елке перебежали, говорит, натаскали плотву, там мешок, скажем, плотвы каждый. Сколько могли кто вынести. И пошли обратно. В течение дня одного. Светового дня. Не побоялись же, да, что на буксе объехали там. Вчера, ты, считай, ты вчера ходил, там, говоришь, это протальная какая-то была, да, яма-то? Ну, на той стороне, кто Ну, избил. протальники. Лед-то схватило в сантиметр, то, что корочка-то появилась под снегом, которая. Мгм. Эта корочка сейчас держит. А букса, Ширина- человек пройдет, где букс проедет, понимаешь? Ширина-то ему позволяет держать площадь-то. Не, ну Вот за просто, счет этого держится. что будет завтра, неизвестно же. Ну оно не сантиметр, оно не съест. Даже вот эта корка будет держать букс. Опаснее пешком ходить, чем на буксировщике. Намного опаснее пешком. На буксе ты пройдешь там, где пешком не пройдешь. Это 100%. У него за счет площади на льду. Ну, то смотрю, пенсионер такой газу сегодня дал, да? Пролетел на наш мост. Ну, А, что ему? он наш мост даже объехал. Ну, я Да, говорю, он рядом, объехал, он да, рядом. раз взял, Он же- сам. он же- Да, он же рядом Ну, проехал. хотя провалился чуть. А до этого, видишь, не рисканул, пока мы не проехали. Не рисканул ехать, да? Да, хрен он знает, уже что. подождал, пока Ну. Гена проедет. Ну, Откуда знать, что тут веток накидали, блин. Ужас, ужас. Смотри, вот ветер так и не прекращается, все дует и дует. метет капитально. Уже не метет, уже просто дует. Не, сейчас он только что, блядь, И такая- снега накидало, судя вот то, что на жердине, уже здесь вот сантиметр 15. Ну да, больше даже. Больше даже. Это с того, что мы приехали, не считая то, что там с утра вот С утра накидало. тоже навалило. сантиметров 30 выпало за день. Будет, а еще, может еще, утром проснемся, утром покажем.